В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» и сам месье Дуслар. И сегодня с нами готовит известный режиссер, член Союза кинематографистов России Ильдар Ягафаров. Встречаем! Ильдар. Здравствуйте, Исянасис. Я одно скажу, дорогие друзья, впервые представители кино Татарстана и киноиндустрии у нас сегодня в гостях, Ильдар, поэтому с почином. Еще раз. Спасибо большое. Ильдар Ягафаров, режиссер, член Союза кинематографистов России. Родился в селе Борда Пермской области. Окончил спортивный факультет Казанского педагогического института. В 1989 году Ильдар получил звание чемпиона России по парашютному многоборью. Совершил 924 прыжка с парашютом. А затем круто изменил судьбу. В 1993 году поступил в АВГИК. По окончании работал в телерадиокомпании «Взгляд» совместно с журналистами Александром и Анной Политковскими. В 2005 году Ильдар Ягафаров создал киностудию «Татфильм», которой руководит и по сей день. В его режиссерском списке более 400 работ, многие из которых отмечены наградами региональных и международных кинофестивалей. Режиссер первого татарского игрового художественного фильма «Куктау». Татары с пустыми руками в гости не приходят. Я хотел подарить последний изготовленный мною фильм. Он называется «Югалту». Вот, он для меня очень дорог. Мы его снимали у меня на родине. Вот, и хотел бы, чтобы вы его тоже посмотрели, потому что он как раз, как вам правильно сказать, я наконец-то, наверное, возвращаюсь к истокам, к татарской культуре, и то, что волнует нас, в этом фильме это есть. Спасибо большое, спасибо за подарок, обязательно посмотрим. Ну а главный подарок на нашей программе – это вкусное блюдо. Рассказывайте, что будем готовить. Я так долго думал об этом, да, но я решил готовить то, что я, наверное, все-таки умею готовить и знаю нюансы. Это два блюда. Одно из них очень традиционное, оно называется плов. А второе блюдо – это уха, но уха непростая, уха с курицей. Вот в чем нюансы моего плова. Я его назвал очень для себя личностно, так скажем, плов от Алмаза и Марата. То есть эти два моих друга, близких, так скажем, родственника, они научили меня его готовить. Нюанс этого плова в том, что в нем не используются узбекские специи. Я долго с ними спорил, почему, и они мне это доказали. Итак, плов от Алмаза и Марата готовят Ильдар и Руслан. Начинаем. С чего начинаем? Вообще, конечно, можно начать нарезать, но первое, что надо сделать, это разогреть казан. Так. Он должен быть разогрет до температуры кипения масла. И после... Мы не добавляем масла, просто включаем на огонь. Да, мы разогреваем в горячий казан, мы должны налить масло, да. Окей. Вот. Но до этого надо будет, значит, тут у нас очень красивый кусок мяса. Я тоже всегда использую баранину, потому что я считаю, во-первых, это мусульманская еда, а во-вторых, она самая вкусная из всех мясных, мне кажется, продуктов, которые есть у нас под рукой. Давайте мы начнем его разделывать. Пока забираем мясо. Итак, назрел у меня уже первый вопрос. Вот образование первое, оно было у вас педагогическое, да. А конкретно спортивный факультет. Да. То есть вот неужели с детства не было мечты пойти в киноиндустрию? Вы знаете, детство – это такое время. Я, во-первых, в детстве вообще мечтал стать десантником. Это настолько была дикая мечта. Я даже съездил в Рязанское училище, в Рязань, представляете? И узнать, как поступают. Это было ведь тоже очень такой сложный такой военное училище, куда было сложно поступить. И для того, чтобы поступить туда, я начал заниматься парашютным спортом. Где-то в 16-17 лет я уже сделал свои первые 3 прыжка, а к 18 годам я уже был член сборной Татарстана, и у меня уже было 900 прыжков. То есть я был кандидат в мастера спорта. Браво, браво. Но тем более тогда с этим связано, то есть спортивный ваш факультет? Ну, мне кажется, да. Это, конечно, уже прошлая жизнь, это, мне кажется, уже так далеко для меня, но по большому счету, конечно же, да. Я занимался спортом высоких достижений, и мне тогда близок был именно этот факультет. Но я хотел тоже напомнить о том, что я все-таки рос в творческой семье, и эти вопросы творчества, писателей, художников, актеров Камалского театра, они всегда у нас были в гостях. И где-то, так скажем, незаметно для меня, я всегда был в творчестве, я начал понимать где-то к 20 годам, что, конечно, для меня это очень близко. И помню, такой режиссер был Булат Мансуров, он начал снимать кино здесь, «Ветры Булгар». И на этом фоне я загорелся, я ходил к ним на съемки. Я пришел на телевидение, тогда, значит, на ГТРК
КТРК, я забыл, как ТРТ, по-моему, называлось. И говорю, возьмите меня туда, я на любую работу готов. И меня взяли ассистентом режиссера, я сидел на пульте и вечером выдавал программы. То есть это был где-то 88 год. То есть это можно считать вот за начало? Это начало моей творческой работы. И притом это люди, с которыми я до сих пор общаюсь. Для меня это очень дорогие мои учителя. Так, мясо мы порезали. Угу. Кстати, на большие крупные кусочки. Это тоже, я думаю, есть секрет вашего плова? Да, еще нужно против волокон резать не вдоль, чтобы мясо, так скажем, отходило, когда оно сварится, оно лучше сварится. Такое ощущение, что вы режиссер кулинарных программ. Или вы очень хорошо подготовились? Ну, мне нравятся нюансы, понимаете, вся жизнь состоит из нюансов, когда готовишь блюдо, и как фильм тоже, это вот нужно все учитывать. Кстати, казан у нас нагрелся. Добавляем маслица. Масло, да, притом много, где-то грамм, наверное, 100. Так. Стоп. Так, Все, достаточно. хватит, да? Теперь берем, значит, лук, но притом его не режем на кольца, просто большой кусок сейчас бросим туда. Мы кладем лук для того, чтобы масло впитало запах лука, а потом отдало мясу. Окей. Вот. Так. Опа. Мы сейчас, значит, лук обжарим буквально минутку, его уже надо выкидывать. В вашем плове, мне кажется, присутствует морковь и лук. Да. В Давайте. другом варианте. Да, давайте тогда мы мясо уберем. Так, убираем. Давайте вам лук, Давайте мне лук. мне хорошо. морковь. Ильдар, вы начинали как помощник режиссера. Вот где получили профессиональное образование? Профессиональное первое образование получил в Санкт-Петербурге, но, так скажем, не получил его, а начал учиться в алгоритмике. И был первый мастер очень известный, Давид Саксович Карасик. Он еще с Хармсом работал, он был возрастной. Мы с ним очень интересно познакомились. Когда я поступал в Питере, подошел, значит, к деканату, и написано, принимает Сошников и Карасик. Стоит дядечка рядом, я говорю, скажите, пожалуйста, вот я приехал из Казани, кому мне лучше поступать, Сошникова или Карасика? Он закраснелся, говорит, я не знаю, но я, говорит, Карасик. Вот с этого момента мы с ним познакомились, и к моему стыду сказать, я там проучился только 1 год. Это было заочное обучение, но уж очень мне хотелось получить профессиональное кинематографическое образование. Вот, я был на это заряжен, и через год я уехал поступать в Москву. ВГИК – это альма-матер кинематографистов. И если ты хочешь заниматься серьезным кино, нужно, конечно, поступать во ВГИК, как мне тогда казалось. Я это сделал. И знаете, сколько было разговоров, когда, например, мама там на работе или папа говорит, да куда он поехал, да как он туда поступит, там ни связи, ни знакомых. Знаете, когда есть желание, надо пробовать, да. Руслан, мне кажется, надо вытащить лук, потому что он может сгореть и дать неприятный запах. Его можно вообще выкинуть. То есть этот лук нам уже не нужен? Не нужен, да. Отлично. В корзину. Так, И теперь надо срочно закладывать мясо. прошу. Вот. С хорошим настроением. Да, бисмилляхи рахмани рахим. Да, кстати. Татары все говорят, не важно, какой плов они готовят. Бисмилля рахман рахим. Вы помните свою первую работу во время студенчества? Я, знаете, что я помню работу не в студенчестве, а перед поступлением во ВГИК я снял такую документальную работу, маленькую, 3-минутную, она называлась «Грусть». Я узнавал у людей, прохожих в городе, идущих просто, и задавал им вопрос, а что такое грусть? Они как-то для них это было неожиданно, и они очень искренне на эту тему отвечали. Вот. И фактически эта работа мне и помогла поступить во ВГИК. То есть мастер посмотрел и как-то проникся с тем, что это было очень искренне, очень было тепло. И самое интересное, когда я стал чуть-чуть образованнее, лет через 5, наверное, я увидел, что у меня там снялся актер Кешнер. Случайно. Случайно был в кадре. Давайте дальше, ребята. Мы, значит, лук режем. Лука надо много. Вот. Я думаю, что если взять морковь, то это порядка килограмм моркови надо нарезать на такой казан. И где-то килограмм лука. Лук полукольцами и морковь соломкой. Почему? Если будете делать кольцами, то, опять же, по волокнам вы ее разрежете так, что она разварится. То есть это должно быть... То есть вот в таком формате, получается, у нас морковь никогда не разваривается. Да, и мясо у нас должно стоять порядка, там, скажем, 30 минут. Вот, и надо его постоянно... Иногда его помешивать. Его надо помешивать, да. Вот, по поводу риса. Я долгое время, значит, готовил с пропаренным рисом, но пришел к выводу, что должен быть настоящий круглозерный сложный рис. Вкус у него гораздо богаче и интереснее. Но готовить его надо специально, его обязательно надо 7 раз промыть. 7 раз? 7 раз. Почему, значит, я расскажу. Рис – это быстрый углевод. В нем очень много крахмала, и также он быстро повышает сахар в крови. Да? И надо заметить, когда вы 7 раз будете мыть, та водянистая белая вода, она будет потихоньку уходить. Вот когда появится уже обычная вода, вы знаете, что... То есть в этот момент вы убрали оттуда крахмал, и это фактически полезный продукт,
назовем ее крупой. Ее можно смело закладывать, и вы можете есть ее как здоровую пищу. Так, предлагаю проверить наше мясо. Опа. Руслан, в принципе, мясо готово. Надо его посолить обязательно, чтобы мясо отдельно взяло за этот вкус соли. Да, давайте так. Вот. Насчет соли, она должна быть крупная, обычная соль. Теперь, Руслан, мы кладем, значит, лук весь, да. И не закрываем крышку. Пусть он лежит и томится. Итак, хочется еще немного вот поговорить о ВГИКе. Вот что он вообще дал в вашей жизни? Вы знаете, в ГИК это такое место, вот я сейчас к этому еще более особо отношусь. Я сам преподаю в Институте культуры и сталкиваюсь с ребятами, которые хотят заниматься кино и не хотят учиться. Это такая основополагающая вещь, потому что эта профессия режиссера или оператора, она очень прикладная, и в ней очень много вещей, касающихся ремесла. Как мы работали с камерами, как мы делали постановки, работали с лучшими, так скажем, актерами и режиссерами страны. Это ведь самое главное, большая тусовка людей, которые потом станут известными режиссерами, операторами, продюсерами, которых ты уже знаешь, и с которыми можешь, в принципе, на короткой ноге пообщаться, что мы часто делаем, встречаемся, общаемся. И поэтому, если ты хочешь стать и работать в кино, обязательно надо учиться. Это профессия сложная. Просто люди думают, что кино – это такой красивый мир, ты пришел, сразу стал известным. Никто не знает, что как строитель минус 40 ты должен на площадке по 10 часов быть, или в жару, или, не знаю, бывают различные сложные условия, характеры. Это сложная профессия, и нужно это понимать. Руслан, надо не забыть о чесноке, потому что мы уже положили лук, чеснок я, значит, кладу и целым, и, значит, зубчиками. То есть я зубчики сейчас почищу. Не да? Нет, я почищу, чтобы это растаяло, а вот эти вот они останутся и будут цельными. То есть, ну это целиком обычно, когда рис закладывают, в серединочку, то же самое. Да. По поводу ГИКа я еще хотел добавить. Именно в ГИК мне дал уже международное общение. Первый фестиваль на 3-м курсе был уже в Марселе. Нас двоих отправили с Ириной Головиной. Она сейчас живет в Лондоне и тоже занимается кино. Вот, мы увидели уже другой уровень кино, который есть в мире. Вот что дает ВГИК. ВГИК – это масштаб, это общепризнанная мировая школа. Поэтому, если вы хотите заниматься кино, я все-таки склонен говорить к тому, что нужно серьезно к этому относиться и стараться поступать или во ВГИК, или в какие-то настоящие кинематографические школы мира. Мы продолжаем готовить плов по рецепту Алмаза и Марата, и сегодня с нами известный режиссер Ильдар Ягафаров. Итак, еще раз спасибо, что вы с нами. Плов практически, я только смотрю, подходит к своей середине. И сейчас морковка. Морковка, да. Так. Морковку засыпаем всю. И я хотел сказать, почему есть особенность этого плова. Я не кладу туда узбекские специи. Да, вот вы говорили... Вот именно два человека, этих Марат и Алмаз, меня убедили, потому что, оказывается, все-таки специи, они сушат рот после еды, извиняюсь за физиологичность, и как-то некомфортно, после этого постоянно хочется пить. А плов в этом приготовлении, он такой же вкусный, но он сочный, богатый, и нету ощущения сухости во рту после этого. Ну, хотя бы вот обычный молотый черный перец будем Да, то есть традиционный, да, соль и перец мы обязательно будем использовать. Плов нисколько не потеряет в качестве и в полезности, он будет гораздо вкуснее, потому что раскроется морковь, лук, мясо, и ничего им не будет мешать. Ну, а сейчас я предлагаю, пока у нас томится плов, Да. осталось добавить только рис, давайте займемся ухой. Да, у нас есть еще одно блюдо, так скажем, первое и второе. Сейчас мы приступим к первому. Мы уже отварили курицу, то есть у нас есть куриный бульон. Вот она, куриный курица бульончик. лежит. Да, сейчас туда надо, значит, подрезать и кинуть картофель, штуки 4-5. Вот, уха, если вы отварили бульон, она, в принципе, очень быстро готовится, потому что рыба готовится быстро, фактически. Вопрос, Ильдар, почему уха на курином бульоне? И еще не просто на курином, еще обязательно с рыбой морской, потому что, это более тонкая получается. Курица дает свой аромат бульона, жирный, очень вкусный. А морская рыба, она все-таки отличается тем, что она не пахнет, извиняюсь, тиной, речкой. У нее другая начинка, все-таки йод, море и здоровье. Поэтому я сам стараюсь есть морскую рыбу. Мне кажется, мы сегодня с вами открываем для наших зрителей новые варианты старых блюд. Наверное, так. Пробуйте, дорогие друзья, я думаю, вам это обязательно понравится. Итак, бульончик у нас сейчас закипает, и я думаю, картофеля достаточно. Да, очень даже много. Так, добавили картошечку. Картошечку, знаете, вот чесночок можно добавить чуть-чуть. Это в уху, давайте сразу. Давайте. И, кстати, мы в плов тоже забыли добавить чеснока, пора добавлять. Так, здесь уже крупными кусочками.
Здесь и мелкими, и крупными можно уже, да. Вот, и вот эти крупные штуки Тоже сразу. сразу, да, и вставляем их вот так вот грубым способом, чтобы он под рисом остался. Вот так, раз, раз. И потом мы про соль не забываем. Еще посолим. Да, еще посолим. Давайте руками. Так, какие ингредиенты нам еще понадобятся для ухи? Для ухи нам понадобится семга, понадобится, да, понадобится болгарский перец, лук и морковь. Все. То есть морковь и лук опять надо чуть-чуть подрезать и нарезать, знаете, как кольцами. Кольцами. Кольцами болгарский перец, да. Ильдар, давайте вспомним вот, о конкурсах, в которых вы участвовали, и особенно о тех, в которых вы получили специальные призы и даже первые места. Мне кажется, самый главный приз для меня был это студенчество. Есть такой фестиваль «Святая Анна», он до сих пор существует. И первая работа, курсовая сочинение, там получила приз. И вот оттуда продюсеры французские отобрали ребята и повезли во Францию показывать так миру, что есть вот перспективные ребята. Вот, и это, наверное, один из таких важных. Но если говорить о признании, я человек скромный, думаю, можно ли мне пока говорить о каком-то признании, если я все-таки региональный режиссер и, в общем-то, известен, так скажем, среди татар. Для меня признание, знаете, вот Ягафаров. Не заслуженный, не перезаслуженный. А именно вот фамилия, она знакомая, и все. Ильдар, наши овощи для обжарки готовы. И вы можете пока тихонечко Давайте я с рыбой займусь. резать Да? нашу рыбку на подсолнечном масле. Перец, лук и морковь. Да, надо обжарить, чтобы они дали золотистый вид нашей ухе. Ухе. На петухе. Ильдар, вы, можно сказать, всегда снимали документальные фильмы, но у вас есть полнометражный художественный фильм «Уктау». Вот как пришла в голову идея или кто-то подсказал все-таки? Ну, во-первых, значит, я работал в Москве в телекомпании «Взгляд», действительно много занимался документалистикой. И то, что есть такая вещь, как игровое кино, и мне хотелось к нему стремиться. И я на свой страх и риск дипломную работу в Авгике снял игровую. Она называется «Бахеткей». Вот, и мастер мне разрешил сделать. После этого эту работу увидели здесь, в Татарстане. И здесь тогда была волна создания национального игрового кино. Меня, значит, комитет по кинематографии Республики Татарстан пригласил в качестве режиссера на работу. И тогда впервые я встретился со сценаристом, сейчас с моим другом Мансуром Гилязовым. Тогда вот и наша встреча произошла и творческая, и дружеская. Он написал этот сценарий. Сделали мы его за 3 года, снимали достаточно долго. Вот, оно снималось полностью в Татарстане, и в нем снимаются, значит, какие известные люди. Это Фарид Бекчентаев, Асгар Шакиров, значит, Ринат Тазидинов, Равиль Шарафиев. Ну, в общем, весь свет нашего татарского театра снимается в этом кино. Мне оно очень близко, оно, в принципе, о чем мы говорили, была ли у вас слава. Все-таки вот этот фильм, он мне дал ту известность, которая сейчас у меня есть. Фактически это мой локомотив моей жизни. Сейчас мы подошли к рису. Вот он рис. К рис я кладу обычные круглозерные, но и самое главное, еще раз хочу повториться, его надо 7 раз промыть. Кладем рис, значит, кладем и равняем его ровненько, чтобы он накрыл все. Вот так вот, да. То есть пока водой не заливаем? Нет, на время закроем, да, пусть он подышит, значит, тем бульоном, который есть там. Осталось у нас... У нас все, осталось чуть-чуть, это значит у нас уха. В уху, значит, кладем, можем класть, пожарили морковку и лук, да. Давайте положим. Так. Вот. Потихонечку появляется цвет. Добавили мы жареные овощи, остается добавить рыбку. Рыбку, давайте добавим В данном рыбку. случае мы сегодня используем семгу. Семгу. Морскую рыбу. Да, и рыба – это такой продукт, который готовится очень быстро. Поэтому мы кладем ее фактически последней из тех основных продуктов. Она минут через 5 она будет уже готова. Да. Итак, осталось добавить воды в наш казан с пловом. И у меня еще один вопрос остался. Что для вас татарское кино? Об этом всегда идет дискуссия, что такое грузинское кино, что такое там армянское кино, татарское кино. Мне кажется, татарское кино родится людьми, которые с кровью, с молоком матери впитали все татарское и снимают это кино. Они знают и понимают внутреннюю культуру, они знают, как люди общаются, как шепчутся, как читают молитвы, как одеваются. Да? Частенько бывает такая тенденция пригласить, как в спорте, фрилансеров, режиссеров и, так скажем, поднять местное национальное кино. Конечно, есть такие удивительные фильмы, как «Первый учитель», который снял, значит, Андрон Гончаловский. Но я считаю, все-таки нам нужно
целенаправленно заниматься селекцией собственных режиссеров, давать им больше возможностей. Я считаю, что у нас еще много времени должно пройти, чтобы у нас действительно появился свой национальный кинематограф. Я в это верю, я патриот этому, как бы сложно не было. Я буду этим заниматься, и все мои друзья этим будут заниматься. Потому что такое кино вообще для нации? Когда у нации есть свой кинематограф, я считаю, это уже полноценная, цельная нация. Кино, оно может через трансляцию телевидения или дисков в любой мир приехать в течение 1 секунды и рассказать об этом. Вот. И я считаю, что кино – это фейерверк нации, это все самое красивое. Вот эта вершинка айсберга творчества вообще всех культур, которые существуют в национальном, оно может дать кино и это показать. Поэтому у татар должен быть свой кинематограф. Итак, Ильдар, осталось нам добавить водички. Так, Так, это все через шумовку надо делать. через шумовочку. Опа, помидорчик. Вот я еще хотел вспомнить про международный фестиваль в Германии, это в Хемнице. Для меня это был большой толчок. Это был единственный фестиваль, где дали мне очень большой финансовый приз, 15 тысяч евро. Мы открыли продакшн-студию, вложили все деньги туда. И до сегодняшнего момента студия работает и снимает и коммерческое, и творческое, и документальное кино. Вот. И я благодарен немцам, городу Карманштадт. Создали небольшой такой вам... Да, неожиданно так меня приняли, дали гран-при фестиваля. Это был смешной момент, потому что я не понимал, о чем говорят. Я услышал только слово «Куктау», вышел на сцену и сказал со сцены. Я, говорит, понимаю, что какой-то приз, но не понимаю, какой. Тут весь зал просто лег, потому что это был гран-при, лучший приз фестиваля. Дорогие друзья, съемки нашего с Ильдаром фильма подходят к концу. А конец у нашего фильма очень даже хороший. 2 блюда нас ждут, это плов и уха. Есть секрет, я знаю, у вашего ухи. Да, вы знаете, любой охотник или рыбак скажет, что уха без шайтансу это не уха. Поэтому есть у нас небольшая заготовка. Давайте. Грамм 50 обязательно нужно налить. Вот. Для аромата. Да. Ну, так положено. Так положено, да. Еще положено, если вы готовите на костре, головешку надо засунуть для запаха костра. Так, это вам. Спасибо. Кстати, я хотел сказать о том, что первое название моего последнего фильма было «Аш». Потом мы ушли, назвали его «Алту». Вот, видите, как получается. Вот, наконец-то я свой «Аш» сварил у вас на передаче. Я знаю, у вас есть секрет подачи плова, поэтому давайте поменяемся местами. Да, но это не совсем секрет. Что мы делаем? Я, когда дома подаю, для того, чтобы это было эстетично, красиво, мы берем тарку, берем тарелку. Значит, это дело мы накрываем, Опа. переворачиваем. И как в лучших ресторанах татарской кухни, и не только, Делаем такую штучку. такая рисовая татарская тюбетеечка. И самое главное, мы сейчас туда посыпем зелень. Еще можно помидорчик. Помидорчик. Да. Отлично. Вот, и сейчас мясо кусочек положим сбоку. А еще у нас есть такой деликатес, чесночок. Ну, дорогие друзья, сразу видно, что на кухне у нас режиссер, то есть концовочку все-таки он подтянул. Ребята, знаете, я же отвечаю за картинку тоже, она должна быть, вот. Итак, уха и плов готовы, будем пробовать. Рецепт. В куриный бульон положили нарезанный кубиками картофель. Репчатый лук и сладкий перец нарезали полукольцами, морковь соломкой. Обжарили все на растительном масле и добавили в бульон. Через 10-15 минут положили рыбу и довели до готовности. В конце варки по рыбацкой традиции добавили 50 грамм водки. Вы забыли записать рецепт наших блюд? Не переживайте, мы ждем вас в нашей страничке ВКонтакте. Присылайте фотографии ваших блюд и готовьте вместе с нами. Плов. В казане на растительном масле обжарили целую луковицу. В получившееся ароматное масло положили баранину, нарезанную крупными кусочками. Посолили и готовили 30 минут. Добавили нарезанный репчатый лук, морковь и чеснок. Рис 7 раз промыли, обсушили и выложили в казан. Залили водой и на небольшом огне довели до готовности. Прошу, Ильдар. Да. Вы знаете, вы спросили меня, вот кто должен снимать татарский фильм. Вот я смотрю на эти блюда, которые мы сделали. Как бы я ни крути, да, все равно по оформлению похоже на дом татарской кулинарии. Ну, бисмиллахир-рахманир-рахим. Мне кажется, очень вкусно получилось. Ну, Просто. бульончик. Вы знаете, на дворе лето, и вот такой легкий бульон – это одно удовольствие. На даче, да, в кругу родственников. Даже просто в кругу хотя бы одного друга. И... Блюдо получилось замечательно. Спасибо. Ну а сейчас
Алмаз с Маратом, те самые люди, которые дали вам этот рецепт. Сейчас мы скажем, хороший ли плов у вас, дорогие друзья. Да. Ответственность переложил на них, в общем. Оригинально. Вы уж так притворитесь, скажите, что вкусно. Ну, профессионального актерского образования у меня нет, поэтому притвориться красиво я не смогу. Но я честно вам говорю, что плов получился оригинальным. И из тех вариантов, которые плова я пробовал здесь у нас на студии, в 5 вкусных пловов ваш плов входит. Поэтому Алмаз, Марат, молодцы. Ребят, еще раз отдельное спасибо. Отдельное спасибо, что вы открыли вот для нас секреты российского и татарского кинематографа. Желаем вам удачи, ждем от вас интересных картин. Ну и, конечно же, дай бог, еще увидимся. Большое спасибо. Спасибо большое, спасибо. Известный, я с гордостью скажу, татарский режиссер Эльдар Ягафаров готовил сегодня с нами эти два замечательных блюда. Слава Богу, Руслан. До свидания. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.